я мог бы описать какую-либо историю намного интереснее, чем, например, данный автор. Не siamo on sen keunkan. Чувствовал в себе силы восполнить этот, как мне казалось, пробел. В этих словах зашифрована историческая память народа. Все-таки, мне кажется, на этот счет существуют разные мнения. Истинно мужественное сердце должно встречать и победу, и поражение равно со спокойным чувством души. Сулиман, помните ли вы свой первый серьезный текст, о чем он был, и когда вы вообще поняли, что литература – это ваше призвание? Еще в детстве мне было интересно придумывать какие-то истории. И когда я стал таким заядлым читателем, то иногда появлялась мысль, что вот я мог бы описать какую-либо историю намного интереснее, чем, например, данный автор. Или же, если читал приключенческий, допустим, роман зарубежного или русского автора, у меня появлялся вопрос, почему в нашей литературе, именно в чеченской литературе, так мало произведений, посвященных, допустим, той или иной теме. Я еще в детстве, в юности чувствовал в себе силы восполнить этот, как мне казалось, пробел. В те годы я читал все произведения, которые выходили на чеченском языке или на русском языке, авторами которых были чеченские писатели. Тем более в то время это было несложно. То есть в то время выходило очень мало произведений наших чеченских писателей, будь то на русском или на чеченском языке. Но со временем, когда я уже стал студентом, и времени свободного стало меньше, то как-то вот эта моя мечта отодвинулась чуть на задний план, можно так сказать. И после уже первой нашей войны у меня появилась потребность записывать какие-то свои мысли, свои наблюдения. В итоге это ни во что не вылилось, просто какие-то вот отрывки, из которых так и не получилось произведение. И уже в начале 2000-х годов вот все, что годами копилось в моей голове, это в течение нескольких месяцев, можно сказать, вылилось на бумагу в виде нескольких рассказов. Из опубликованных ранее своих произведений я самым серьезным считаю рассказ, он довольно большой, который называется «Возвращение». Он и на тему выселения, он и затрагивает и тему застоя 80-х годов. Но главным образом это трагедия маленького мальчика, который, несмотря на свой юный возраст, был объявлен врагом народа, и на долю которого выпало столько лишений. Хорошо. Сулейман, а вы сейчас работаете над каким-то произведением? Ну, наверное, на такой вопрос любой человек, который пишет, ответит вам, что у меня несколько проектов, которые он думает реализовать, завершить. Но так и у меня. Есть рассказы, которые начал несколько лет назад. Они ждут своего часа. Ну, я в это верю, что они ждут своего часа. Есть рассказы, которые вот буквально несколько недель назад начал. И бывает, вот пишешь какое-то произведение и просто споткнулся на одном предложении. Некоторые авторы, я не знаю, это хорошо или плохо, некоторые авторы могут просто пропустить это предложение и дальше продолжить. Но когда я так делаю, когда я пропускаю часть и дальше продолжаю, моя мысль все время возвращается вот к этому пробелу и мешает мне. Поэтому я стараюсь писать так, чтобы вот с самого начала и до конца, с первой и до последней буквы, произведение как бы ему ничего не мешало, чтобы
чтобы мне ничего не мешало завершить произведение так, как я его хочу завершить. А бывает так, что вот, садишься за какой-то рассказ, и он буквально за день, за вечер, он у тебя получается. Из таких проектов больших сравнительно я бы отметил вот первая часть повести «Далекие годы» на чеченском языке была опубликована на страницах нескольких номеров журнала «Орга». В данное время я работаю над продолжением этой повести. Также у меня есть роман, который я начал значительно раньше, который называется «Брелок». И работа над ним в данный момент тоже продолжается. Параллельно работа над несколькими рассказами и наработки новых рассказов. Мне кажется, что любой творческий человек, особенно прозаик, человек, который работает в жанре прозы, у него точно такая же будет история. Не бывает так, что вот задумал я написать рассказ, сел, написал рассказ, надо еще один, написал другой. Так, теперь повесть, написал повесть. То есть вот задумки, идеи, они приходят неожиданно, независимо от тебя. Какие-то вот импульсы или какое-то внешнее воздействие может подать тебе мысль, может зародить в твоей душе искорку, которая в итоге выльется или не выльется в какое-то произведение. То есть это происходит независимо от автора. Сулейман, как вы оцениваете современное состояние чеченской прозы? Есть ли новые авторы, за которыми вам интересно вот наблюдать? Как человек, который долгое время возглавлял отдел прозы журнала «В войнах», я, конечно, в первую очередь следил за новинками именно этого жанра, то есть прозы. Долгое время мне казалось, что в этом жанре у нас как бы дела обстоят хуже, чем, скажем, в поэзии. Были какие-то имена, которые, казалось, вот в литературу пришел новый автор, вот пришел человек, от которого в будущем можно ждать много хороших, качественных произведений. Но потом по каким-то причинам этот человек, этот автор переставал дальше писать или куда-то уезжал, или устраивался на работу, и у него был дефицит времени. Ну, я не буду называть фамилии в данном конкретном случае. Но, тем не менее, в последнее время мне кажется, что сдвиг большой есть в развитии нашей литературы именно прозы. В том числе и авторов, которые уже сделали себе имя. Вы сказали новые имена, но мне хотелось бы подчеркнуть и то, что вот активно в последнее время работают авторы в жанре прозы, которые уже сделали себе имя, которые известны широкому кругу читателей. Например, несколько лет назад вышел исторический роман Супяна Байсагурова. Вот буквально на днях вышел новый роман исторический Халима Бурчаева «Беной Бойсхар». Мне кажется, это очень большое достижение нашей литературы. Вот двухтомник, вернее, это не двухтомник, две книги, которые вышли практически одновременно Шамсудинова Бувейсара, хотя там в основном поэзия, и главное, центральное место вот в этих двух книгах занимает роман в стихах, но там тоже есть и прозаические произведения. Мне хотелось бы отметить автора, который буквально вот несколько лет назад пришел в литературу, наш журнал «В войнах», Ломали Юсупов, который, тем не менее, очень быстро сумел завоевать признание читателей и уже состоит в Союзе писателей нашей республики. Так что, вот, конечно, мы надеемся, что
эта волна не спадет, а наоборот со временем станет более мощной. Но мы можем сегодня сказать, что проза, как часть литературы, сегодня активно развивается. Мы так сейчас плавно подошли к издательскому дому. Вот расскажите, какие журналы выпускает издательский дом сегодня и кто ваш ключевой читатель? В 2019 году издательский дом объединил редакции 4 журналов, каждый из которых имел свою аудиторию. Например, журнал «Войнах», журнал на русском языке. Он предназначен для тех авторов, которые пишут на русском языке, а также в нем публиковались произведения, написанные на чеченском языке, в переводе на русский язык. Кроме того, для укрепления межкультурных связей в этом журнале еще с давних времен есть такая рубрика «Голоса друзей». То есть писатели, поэты из соседних и несоседних регионов, из других стран, мы им предоставляли площадку для публикации своих произведений. Второй журнал «Орга» на чеченском языке. Он самый старый, можно сказать, из наших журналов. Первый номер его вышел еще в 1958 году, но первые несколько номеров, правда, под названием «Доттагала». То есть вот практически как только наш народ вернулся из Казахстана, первый журнал, который начал выходить на родном языке, это был «Орга». В нем публикуются стихи, поэмы, рассказы, повести, а также публицистические статьи наших авторов, которые пишут на чеченском языке. Один из журналов, который был основан в 2003 году Лулой Жумалаевой и имел свою специфическую аудиторию, это журнал «Нана». Это женский литературно-художественный, культурологический журнал. Вот так он позиционировался в первые годы. Но после объединения всех редакций в один издательский дом, он просто стал одним из литературно-художественных журналов, который публикует материалы на русском в основном, а также на чеченском языке. Ну и наш детский журнал «Стеллад», который выходит с 1986 года. Он предназначен для детей. Публикуются стихи, рассказы, сказки, загадки, поговорки, скороговорки, сканворды. Все это на чеченском языке. Правда, есть материалы в переводе с других языков, но в основном это или наши народные сказки, или произведения наших местных авторов. Кроме того, мы иногда даем возможность самим юным читателям публиковаться на страницах этого журнала. Много бывает вообще вот этих желающих из числа детей, которые хотят публиковаться, которые присылают свои работы? Ну, говоря по правде, раньше было много. Ну, раньше и периодичность журнала была больше, то есть 12 номеров в год. Все журналы были ежемесячными. А теперь, когда в основном дети, да и не только дети, предпочитают проводить свое свободное время за гаджетами, то и, естественно, читательская аудитория, она немного сузилась. И тем не менее, есть много детей, как и взрослых авторов, которые, даже если они не пишут сами стихотворения или рассказы, но мы размещаем их в рубриках, отмечая их наклонности какие-то. Например, какой-то ребенок очень хорошо рисует. Мы даем небольшой материал об этом ребенке и даем его рисунки. Допустим, какой-то ребенок в какой-то другой области делает какие-то успехи, танцует. Опять же, мы даем какой-то материал про него с его фотографией. Ну и ребенку приятно, и другие берут тогда с этих детей пример в хороших их начинаниях. Сулиман, ну это хорошая площадка для детей, для развития их
творческих способностей. Пожелаем удачи вам. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов, 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что вы выберете? 50 на 50. Право на ошибку. И первый наш вопрос звучит так. Какое выражение принадлежит Арби Мамакаеву? Искусство все простить и жажда жить, недосягаемое совершенство. Осел тогда лишь узнал, что он осел, когда его за ухо потянули. Человек он умный, но чтобы умно поступать, одного ума мало. Истинно мужественное сердце должно встречать и победу, и поражение равно со спокойным чувством души. Ну, насколько мы знаем Арби Мамакаева, сразу скажу, что вот я не знаю, не могу сказать, что вот именно эти слова принадлежат Арби Мамакаеву. То есть я не читал, чтобы вот он какие-то из этих слов говорил. Но насколько мы знаем Арби Мамакаева, по его произведениям, по рассказам современников, вот насколько мы знаем его характер, мне кажется, что вариант «Д» больше подходит. Вариант «Д». 14 лет провел Арби Мамакаев в Магадане. В письме в 1952 году он написал, цитата, «Жить нужно везде, даже если жизнь становится невозможна. За прошедшие 10 лет пришлось мне поменять много профессий. Фельдшера, горного мастера, обогатителя, строителя, снабженца и так далее. Но никогда и нигде я не опускал головы и не приспосабливался к жизни. Истинно мужественное сердце должно встречать и победу, и поражение равно со спокойным чувством души». Абсолютно верный ответ. Второй вопрос. Элементом рационального познания является ощущение, представление, восприятие, понятие. Элементом рационального познания является из этого перечня, я думаю, вариант «Д». Познание протекает на 2 уровнях. Чувственный, то есть основан на органах чувств, включает ощущение, восприятие и представление. И рациональный, основан на разуме, реализуется через абстрактное мышление, то есть его базовые единицы – это понятие, суждение и умозаключение. Абсолютно верный ответ. Третий вопрос. Как завершается изречение Исаака Ньютона? Если я видел дальше других, то потому что стоял на прочном основании здравого смысла, перед лицом вечности, на фундаменте чужих ошибок, на плечах гигантов. Вариант А. На прочном основании здравого смысла. Но было бы слишком просто. Давайте не забывать, что ученые раньше, они прежде всего были не какими-то специалистами в узких науках, вот в узком направлении, в узком профиле, как-то энциклопедистами. Может быть, он считал, что видит дальше других, именно потому, что он изучил. Может быть, он считал, что видит дальше, потому что у него уже есть багаж знаний своих предшественников, ученых в разных направлениях. Ну, давайте ответ «Д». Ответ «Д». Фраза завершается словами «на плечах гигантов». Абсолютно верный ответ. Это выражение, использованное Ньютоном в письме к Роберту Гуку, подчеркивает преемственность научных знаний и уважение к предшественникам. Вот такой вот благородный Исаак Ньютон. 4-й вопрос. Какова температура кипения воды по шкале Цельсия на вершине Эвереста? 53 градуса, 69, 76, 84. Ну, мы подошли, правда, только к 4-му вопросу. Но давайте воспользуемся подсказкой какой-нибудь. 50 на 50. Или право на ошибку. Так. Подсказка. Давайте 50 на 50. Видите 2 неверных варианта ответов. И у вас остается Б и Д. 69 либо 84 градуса. Ну, я думаю, на вершине Эвереста вода закипит при температуре 69 градусов. Давайте проверим. Температура кипения воды на Земле изменяется в зависимости от высоты. Она составляет 100 градусов на уровне моря и падает примерно до 69 на вершине Эвереста. Абсолютно верный ответ.
5-й вопрос. Кто является автором романа-эпопеи «Пламенные годы» о событиях гражданской войны на Кавказе? Халид Ашаев, Саидбей Арсанов, Ахмад Сулейманов, Саид Бадуев. Ну, на этот вопрос можно ответить без раздумий. Это был роман, который я в возрасте 12 лет прочитал, и тогда это была самая толстая книга, которую я прочитал, Халида Ашаева. Роман «Пламенные годы». Правильный ответ. Халид Ашаев. Он был выдающимся чеченским писателем, драматургом и общественным деятелем. А его первое произведение увидели свет еще в 1926 году. Вершиной его творческого наследия стал исторический роман в 4 книгах «Пламенные годы», над которым автор работал многие годы, детально воссоздавая эту сложную эпоху гражданской войны. Сулейман, вот есть ли чеченские авторы, которых вы хотели бы перевести? Ну, наверное, всякий человек, который работает в переводческой сфере, занимается переводами художественных произведений, он, как и писатель, который хочет достичь каких-то вершин, тоже хочет переводить произведения, которые являются, которые внесли большой вклад в развитие национальной литературы. Отвечая на ваш вопрос, я скажу, что я, как переводчик, хотел бы, конечно, переводить, стать переводчиком романов Абузара Эйдамирова. Хотел бы стать переводчиком Мусы Бексултанова. Почему я перед фамилией Бексултанова употребил сослагательное наклонение «бы»? Потому что его очень трудно перевести. Это один из наших ведущих авторов, и он настолько национальный, его язык его литературы, он настолько поэтичен. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что вот перевести его на таком же уровне, на каком он сам пишет на чеченском языке, невозможно. Хотя я сам переводил несколько его произведений на русский язык, но на чеченском языке надо признать, что они звучат намного лучше, намного поэтичнее. Почему я упомянул Абузара Эйдамирова? Потому что его романы являются одним из ключевых, по-моему, одним из основополагающих в нашей литературе. А так, я доволен, что мне в своей переводческой деятельности удалось поработать над произведениями современных чеченских писателей. Это и Муса Ахмадов, это и Саид Хасан Тагаев, ну, это и другие авторы, чьи произведения я перевел. А что сложнее всего передать при переводе? Юмор, игру слов или какой-то исторический контекст? Как раз то, с чего вы начали, их труднее всего перевести. Именно юмор, например, потому что в каждом языке свои средства для передачи юмора. А вот бывало, что вам приходилось дотягивать, в кавычках, текст автора, да, исправляя какие-то его стилистические ошибки, логические неувязки, и имеет ли вообще право переводчик так делать? На мой взгляд, слишком уж своевольничать переводчик не имеет права. Хотя иногда, чтобы дотягивать, это я не делал, не занимался, но иногда бывает, что два отрывка текста одного, и чтобы их более логично связать, приходится использовать какие-то более понятные читателю средства, то есть другие средства, которые не использовал сам автор. Но в этом плане, да, приходилось какие-то главы, какие-то разные отрывки, когда соединяешь, чтобы чтобы содержание было более понятным читателю. Все-таки, мне кажется, на этот счет существуют разные мнения, но все-таки мне кажется, что автор даже прозаических текстов слишком бросаться в глаза читателю сам не имеет права. Он всего лишь переводчик, и он должен перевести текст на таком же уровне, на каком он написан автором, без своего «я». Сулейман, хорошо. Давайте мы перейдем к 6-му вопросу. В Древний Египет.
Кто из египетских фараонов не построил для себя пирамиду? Хеопс, Хефрен, Джосер, Тутанхамон. Давайте попробуем методом исключения. Пирамиду Хеопса мы знаем. Это даже, кажется, самая большая, если я Да. сейчас не путаю. Потом Б. Хефрен. Вот пирамида Хеопса, это, по-моему, в Эль-Гизе, вот, около Египта. Пирамида Хефрена. Что-то в подсознании, где-то что-то есть, но не могу сказать, где она и какая по величине. Потом С. Вот, пирамида Джосера. Как ни странно, я помню по фотографиям. Оказывается, помню. Вот, прочитал Джосер и вспомнил. Тутанхамон, один из самых знаменитых фараонов. И мне кажется, что как раз таки он не построил для себя пирамиды. Тутанхамон не был похоронен в пирамиде, потому что в эпохе Нового Царства традиция строительства пирамид угасла из-за частых ограблений. Вместо этого фараонов хоронили в тайных скальных гробницах в долине царей. Вот если вы вспомните, на самом деле вот не говорится пирамида Тутанхамона, а говорится гробница Тутанхамона. Вот. 7-й вопрос. В каком году основан отель Нисияма Онсен Кеюнкан, старейший в мире по версии книги рекордов Гиннесса? В 10 году, в 705 году, в 1224 году, в 1765 году. Старейший в мире отель. Мне кажется, он не может быть основан в 1765 году, потому что традиция отелей, постоялых дворов, она уходит намного глубже, намного дальше. 1224 год. Хотя на 5 веков раньше варианта Д, но, по-моему, тоже нет. Но 10-й год он вряд ли в то время были какие-то отели, постоялые дворы. И вряд ли в то время в Японии была нужда в постоялом дворе. Может, какие-нибудь ценители сакуры тогда еще ездили туда. Насколько я помню, в начале, в первый век, насколько я помню, первые века нашей эры даже общественная жизнь в самой Японии не предполагала передвижение каких-то внутри этих островов, чтобы была нужда в постоялых дворах, в гостиницах, отелях. Так. Я почему-то сначала склонялся к версии С, но мне кажется все равно, что отели возникли чуть пораньше, но позже, чем в 2010 году. Давайте так чисто интуитивно вариант Б. Нисияма Онсен Кеюнкан – японская гостиница с горячими источниками, основанная в 705 году Фудзиварой но Махита. Абсолютно верный ответ. Это выдающийся пример долговечности бизнеса. Отель работает на протяжении более чем 1300 лет. В 2011 году книга рекордов Гиннесса официально признала его старейшим отелем в мире. 8-й вопрос. Для чего использовался последний этаж жилой башни? Для освещения дороги путникам в темное время суток, в военных целях, как зона тишины для медитации, для размещения астрономической обсерватории. Если честно, для освещения дороги путникам я как-то воспринял для подачи дымового сигнала. То есть, если мы ответим дымовой сигнал, то это тоже подходит под Б, под вариант Б. Для военных целей. Вариант Б. Б. Последний этаж использовался в военных целях в случае нападения. Абсолютно верный ответ. Помимо этого, там хранился инвентарь и продукты, и спали на этом также гости на этом этаже.
9 вопрос. С какого возраста начинается долгожительство? С 70 лет, с 80, с 90, со 100 лет. У вас есть, кстати говоря, право на ошибку. Недавно, ну, может, может, несколько лет назад, была информация, что порог молодости немного подняли наверх. Так что, наверное, и здесь, в долгожительстве, они эти пороги как-то можно сдвигать или наверх, или вниз. Так, у меня, по-моему, осталась одна подсказка, право на ошибку. Я воспользуюсь ею. Так как вот, ну, мне кажется, тут легко ошибиться. Давайте воспользуемся. Так, и какой ваш ответ? Долгожительство. Вариант С. Вариант С. Это абсолютно верный ответ, но при этом ваша подсказка сгорает. Долгожителями официально считаются люди в возрасте 90 лет и старше, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения. И 10-й финальный вопрос. Как вы думаете, про что будет? Какие у вас догадки? Так, Про что он мог бы быть? про историю Чечни. Про историю Чечни. Да. Какого цвета исторически был флаг чеченцев? Красного, зеленого, черного, белого. Но мы помним, я в первую очередь пытаюсь вспомнить картины художников из 19 века. Но там, по-моему, превалирует зеленый цвет, но здесь это может быть потому, что уже к середине века, даже можно сказать, уже в первой половине 19 века борьба происходила под знаменем эрудизма, газовата. Насколько я помню, из художественных произведений здесь ответ А. Ответ А. Это окончательный ответ. Я пытаюсь вспомнить, вот, где это я прочитал. Ответ А, да. Он не вспомнил. В чеченском языке укоренилось название «Цвебаряк Ширбаряк». В этих словах зашифрована историческая память народа. Красный цвет в чеченской традиции издревле олицетворяет огонь, жизненную силу, мужество, дух борьбы и святость. Одним из первых исторических деятелей, чье имя не разносится этим символом, был легендарный Бейбулат Таймиев. И вот исторически красный цвет использовался, красный флаг использовался чеченцами. Абсолютно верный ответ. Сулиман, я вас поздравляю, вы абсолютный победитель. Спасибо вам за игру. Первый раз я посмотрел игру «Эрудит» на просторах Ютуба несколько лет назад. Я думаю, что вот именно такие развивающие игры, они должны быть почаще и побольше в эфирах всех наших телеканалов. Я думаю, что ваша работа очень полезна, особенно для детей, для подрастающего поколения. Поэтому вам в первую очередь спасибо за вашу работу. Сулейман, спасибо, что пришел. Я горд, что вы победили. Аллах Тубайл.